Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова, Хайр Ликич. Приветствую всех наших телезрителей. Мы возвращаемся в свой привычный еженедельный формат. И начнем, наверное, сегодняшнее ток-шоу, скажем так, с литературной сенсации, хотя, возможно, это должно стать нормой. Этим летом в крупном парижском издательском доме на французском языке вышли сразу две книги татарских современных писателей. Является ли это знаком того, что мы вписываемся в европейский культурный контекст, находим ли все больше современных символов идентичности, кроме любимых нами Чак-Чака и Тюбетейки? Ответы на эти и многие другие вопросы ищем сегодня в нашей программе. Тема называется «Татары. Как не стать сувенирным народом». С вами в студии Светлана Кадырова и представляю с удовольствием всех наших экспертов. Искандер Алирунович Измайлов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани. Добрый день. Исамсис. Также сегодня с нами Руслан Айсин, историк и политолог, руководитель площадки Татполит. Рада вас видеть. Взаимно, Исамсис. Ленар Шаех, поэт, переводчик, член Союза писателей России. Хайр Ликич. Ильяс Гафаров, руководитель лейбла Ями Мьюзик, организатор фестиваля Таткульфест. Хайр Ликич, Исамсис. И Надир Багавеев, главный конструктор и генеральный директор корпорации Багавеев. Рады вас видеть, Исамсис. А также мы записали интервью с Леонидом Слуцким, главным тренером футбольного клуба «Рубин», и Филиппом Юрковичем, руководителем серии в парижском издательстве. Об этом чуть позже. Но я напоминаю пока зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Также участника предупреждаю, прошу соблюдать корректность в высказываниях, иначе на правах ведущей могу попросить отключить микрофон или покинуть студию. Зрителям рекомендую звонить в нашу студию. Телефон 554-56-10, код Казани 843. В прямом эфире прямо сейчас нас можно смотреть также в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Участвуйте в дискуссии, задавайте свои вопросы. Эксперты реагируют и отвечают друг другу, в том числе не только словами, но и реагируют кнопочками. Красная категорически не согласен, зеленая согласен, белая отношусь нейтрально. Ну и для начала традиционно начнем с опроса нашей аудитории в социальных сетях. Как не стать сувенирным народом? Мы задали такой вопрос в нашей группе ВКонтакте. Сделать все татарское модным. Так ответили 41% проголосовавших. 29% сказали, что Татарстан должен поддерживать и открывать новые имена в разных сферах. То есть находить новых героев, и 29% считают, что у нас и так все хорошо. Но это такая классическая, наверное, версия этих 30% в обществе, как всегда. Значит, голосования зрительского сегодня не будет, определенные технические проблемы, но можно звонить, задавать, высказывать свое мнение. Ну и прежде чем перейти к обсуждению, хочу напомнить цитату из статьи президента Рустама Минниханова, которая была опубликована в свое время. Он написал так: «Кем мы точно себя не видим, так это сувенирным народом. Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но исчезнув, уже не восстановится никогда». Итак, вот мы часто говорим: глобализация, политические проблемы, размывание национальной идентичности, языковые конфликты. Как при всем этом не оказаться, в общем-то, на задворках цивилизации, как не потеряться народу в этом огромном мире? Хочу задать, вот, наверное, этот вопрос, который сейчас обозначил президент, что кем мы себя не видим, так сувенирным народом. Как нам это сделать, чтобы не стать сувенирным народом? Что для этого нужно предпринимать и какие шаги Адамнар для этого надо сделать? Ну, вы знаете, когда впервые я столкнулся с этой замечательной статьей президента, то вначале у меня созвучие было с сувенирный и суверенный народ. И я уловил, что здесь действительно такая дихотомия, она существует, это напряжение. Как раз, чтобы не стать сувенирным народом, надо суверенным. Но не в том смысле, что от кого-то отделиться, а суверенный, как его определил известный политолог Карл Шмидт, тот, кто отвечает за свою судьбу сам. Или тот народ, та нация, он про нацию говорил, который может ввести чрезвычайное положение. Вот мы сейчас можем говорить, что у нас есть чрезвычайное положение, действительно пропадает язык, есть ассимиляция. И в этом смысле, если мы в состоянии из своих рядов выдвинуть интеллектуалов, которые могут эту проблему сформулировать, дать решение, есть у нас специалисты, которые это решение могут обрамить в какие-то проекты, и есть общественники, которые эти проекты готовы реализовать, вот здесь есть наши общественники, да, тогда мы действительно по-настоящему суверенный, не сувенирный народ. Но для этого нужно стараться, конечно. Президент задал как бы правильный вектор, я считаю, но здесь вот очень важно, что не ждать, пока сверху для нас кто-то решит, у нас есть такой патернализм, надо чувство, что так, да, власти, действий, да? Вот как вы привели сейчас пример с голосованием, действительно есть лоялистская часть, которая говорит, ничего не надо менять, все как хорошо есть, все течет, все нормально, вот мы сейчас давайте в речку прыгнем, и куда-то нас течение вытащит. Но на самом деле истоков можно достичь только если плыть против течения, поэтому здесь приходится действительно напрягаться. Поэтому, чтобы не стать сувенирным народом, надо просто напрячься.
Напрячься, причем напрячься всем. И основные там 3 кита, если мы говорим люди, да? Люди, интеллектуалы и специалисты в разных отраслях. Я имею в виду это и государство, власть, ну и так далее. То есть вот этот симбиоз, конечно, может дать хороший результат. С вами солидарны тут и Ильяс, и Искандер Элеронович. Искандер Элеронович, какие шаги? Я думаю, что президент очень долго обдумывал и нашел очень точные и прозорливые слова, говоря о вот этой самой сувенирной нации, сувенирном народе. Если Руслан видит аналогии с суверенным, то я думаю, что речь идет больше парафраза с современным. Я думаю, что нация не может стать и не должна стать сувенирной, только если она станет современной. Если она станет отвечать всем тем новым требованиям, которые предъявляет современная эпоха, когда она адекватно отвечает на все вызовы времени, сама формулирует вот эту самую повестку и самоорганизуется и создает какие-то новые возможности для развития своей идентичности. Прорывные проекты. Да, да, но все это вертится вокруг того, что создается, вот, наслаивается на вот это стержень вот этой самой идентичности. Все, что делает нашу нацию современной, это развивает ее идентичность. Надир, вы не согласны? У вас красное горит, я просто поэтому. Да. Ваше видение? Не то чтобы не согласен, я бы сказал, у меня свое видение. Я смотрю очень оптимистично на будущее татарского народа. С присоединением Крыма сибирские, казанские, астраханские, крымские татары стали единым костяком, скажем так. 4 татарина объединились вместе. Я думаю, что будущее татар светлое, великое, даже космическое. Ну, космическое, это понятно, почему вы это говорите, да, как генеральный директор корпорации. При этом вы вернулись из Америки на родину. И... Одна из причин, по которой я вернулся, потому что я вижу, что центр развития перестал быть, скажем, Америка, Европа, там, Британия, Германия. Насколько татарскость сыграла вот в вашем решении? Большую роль, я бы сказал, может, 60-70%. Я чувствовал, что, допустим, да, пытаются закончить преподавание татарского в школах. Я подумал, надо приехать в Казань и начать писать статьи на татарском языке. Я написал одну статью для Академии наук о новом типе термоядерного реактора. И один из способов не потерять народ – это вести науку на татарском языке. То есть дети, которые учат татарский и русский в школах, смотрят на мир и думают, зачем мне татарский, если я поеду в Москву заниматься серьезной наукой или поеду за границу. Они учат английский и русский. Если мы начнем создавать научные центры здесь, заниматься не только космонавтикой, но и биологией, физикой. То и ваши статьи тогда поймут и дети в том числе. Вот сейчас, насколько ваша статья вообще была понятна? Руслан, вот как можете оценить, насколько статья Надира научная была мы сейчас? тут вот до эфира обменивались. Я просто вспомнил, мы с Надиром учились в одной гимназии, вот здесь вот через забор, да? То есть вы еще... Я его помню, он почему-то нет, хотя я его старше, да, видимо, так сказать. Но я думаю, что научный мир-то понимает, на самом деле, потому что научный мир изъясняется примерно на одном терминологическом аппарате. И в этом смысле, вот у нас есть хороший знакомый, Марат Лутфулин, отец которого тоже был математик, он математик, ученый. Ему отец говорил, он рассказывает эту историю, что чтобы преподавать математику, нужен мел и мозги. А все остальное, так сказать, а весь терминологический аппарат, он один, на самом деле, латинский. Здесь, я думаю, что правильное, так сказать, движение Надира в том смысле, что, к сожалению, я могу ошибаться, но по статистике, по-моему, последняя диссертация на татарском языке была написана лет 5 назад. Это, конечно, очень сильно... Нету, по гуманитарному. Гуманитарно. Вообще просто диссертация, я уж не говорю, естественно, научный или точно профиль. Суть не только в языке физики, но и на каком языке ты думаешь, когда ты думаешь про физические концепции, про
то, как решить эту проблему. Можно думать по-татарски, можно думать по-русски, можно думать по-английски. Вы думаете... Я думаю на 3 языках, и иногда татарский помогает тем, что он намного более структурированный, чем... Как я вам завидую, Назир. Сейчас, Элинар, буквально до рекламы пару минут. Вот мы сейчас говорили как раз о прорывных проектах и людях, которые двигаются. Как французское издательство вообще заинтересовалось и какой книгой? Ну, впервые вот в 2017 году вышла моя не книга на английском языке в Лондоне. Она распространялась через соцсети и в магазинах тоже. И вот по этой книге нашли меня. И, как сказать... То есть на вас вышло издательство в Париже, вышло Ренат Шаек, нам интересно, давайте сделаем. То есть вы не пробивали, вы не проходили этот путь, и пошла она до городу Парижу, да? То есть этого не было, то есть Париж вышел на вас в этой ситуации. О чем это говорит? То есть вот для вас лично? Ну, для меня лично говорит о том, что если мы сделаем какой-нибудь шаг вперед, то это все равно... Интерес, что это поможет будет, да? нам. Что это поможет? Двигаться дальше. Ильяс, как вы считаете, вот то, что произошло у Ленара сейчас, это действительно можно назвать сенсацией? Вот, вы люди из сферы искусства и культуры. Да, вообще-то хотелось бы, чтобы это стало нормой, потому что, ну, если мы хотим чувствовать себя и позиционировать себя как не сувенирную нацию, мы должны прежде всего ориентироваться на свои внутренние интересы. То есть, ну, как я понимаю понятие сувенирность, это когда ты продвигаешь свой народ, пытаясь угодить интересам внешних, допустим, народов, клиентов, гостей, ну, тех, кто тебя окружает. Но я тут соглашусь, наверное, с Русланом. Тут антонимом слова сувенирность может быть суверенность, когда твои собственные интересы, когда то, что ты производишь на своем языке, то, что та повестка, которая стоит именно у тебя внутри, допустим, нашей республики, является первостепенной, и ты, когда у тебя наука говорит на татарском языке, бизнес говорит на татарском языке, литература на татарском языке выходит, причем она, современная литература, выходит на татарском языке и говорит со своим читателем об актуальных вопросах проблемах и вызовах времени. То есть не литература на татарском, о татарском языке и проблемах татарского, а литература на татарском. О проблемах современности. О проблемах современности. Мы сейчас прервемся на рекламу, ненадолго, не переключайтесь, дальше продолжим. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204 2700. Спешите видеть! В Казанском цирке с 17 сентября новая цирковая программа «Золотой московский цирк». Восточная экзотика в Казани. Настоящий индийский базар ждет вас ежедневно с 22 сентября по 3 октября в выставочном центре «Казанская ярмарка». 0+. Бомбические цены на товары месяца. Конфеты «Самый умный» 249 рублей 99 копеек. Чай «Чемпион черный» 199,99. Кофе «Жокей Триумф» 99,99. До встречи в Находке. Срок акции по 30 сентября 2021 года. Подробности у продавцов. Мы в эфире, дорогие гости. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». Тема сегодня «Татары. Как не стать сувенирным народом». Все-таки обсуждали сейчас книгу Ленара Шаеха. Заинтересовалось издательство в Париже. Вот мы сейчас называли это литературной сенсацией, нормой, которая, в общем-то, должно быть. Все-таки что это, Искандер Леронович, на ваш взгляд? Сейчас вы сказали так хорошее слово. Да, мне кажется, что может быть и не сенсация, может быть это... Но то, что это прорыв, это несомненно. Ведь... Почему о нем никто не знает? Вот как раз вот об этом я и хотел сказать, что дает возможность нам быть современными. Я думаю, что при всем при том, что наша нация высокой степени образованности, урбанизированности, то
но при этом это имеет негативные последствия в виде глобализации, того, что люди становятся дисперсными, самодостаточными. Нас объединить может обращение к интернету. Вот то, что мы потеряли в пространстве, из-за того, что татары разбросаны действительно 4 народа на разных концах, можно сказать, Евразии. Единственное, что нас может объединить, виртуальное пространство. Именно в нем мы как раз можем обрести вот это единство, современность, и вот в нем вот эти все новинки, причем разные языки. При сохранении татарского языка надо понимать, что есть большой пласт еще истории, культуры, который развивается, особенно в регионах, не на татарском языке, уже на русском языке. То есть мы должны и здесь тоже обращать на это внимание, работать в этом направлении. И есть еще один момент. Нигде, кроме Татарстана, не будет развиваться ни наука, ни культура на татарском языке. В регионах это большая... есть надежда на это, но это, скорее всего, несбыточная мечта. На самом деле, кроме Татарстана, кроме Казани, практически нигде большая наука, большая культура не будет развиваться. Ленар, да, вот, Светлана, у меня здесь как раз хорошая аналогия пришла в голову про 4 татар. Значит, в свое время Гумилев выступал, и он рассказывал о том, как Дюма писал «Три мушкетера», да? То есть это на самом деле история про 4 французов, которые на самом деле были сначала не французами, гасконец, провансалец, собственно, Франк. Угу. Потом они стали как бы общим котлом. Вот здесь про 4 татар. Я думаю, что вот литература и Франция как раз, она здесь для нас может стать тем сварочным швом. Да? И то, что Искандер Лерунович сказал, это не отрицает через интернет, конечно, потому что вот Ленар же нашли через интернет, то есть увидели, что действительно очень популярно. Поэтому из-за того, что татары очень литературоцентричная нация, на самом деле. Мы любим писать, у нас каждый 2-й поэт или каждый 3-й певец. Певец. Писатель тоже тем более. Певец, кто-то. наверное, у да. нас что не глава администрации, то кандидат наук. Но вот этот потенциал нужно, на мой взгляд, реализовывать. И литература здесь один из триггеров этого процесса. Ленар, скажите, пожалуйста, вот когда книга была издана, много и от кого получили поздравления? Вот, я не знаю, если мы сейчас говорим о сенсации, да, это ощущение, если победы на Олимпийских играх, World Skills, я не знаю, с какими сравнениями можно провести. Много ли людей поздравили? Или это была своя вот узкая специализированная область, и только свои вот писатели, поэты? Сложно было? Буквально вот вчера в рамках фестиваля Аксион Фест провели презентацию, да? Да, презентацию антологии. Как бы сказать, это интерес большой. Так как мы вначале хотели издать одну книгу, но в результате получилось 2 книги. 2 книги даже, да? То есть Сразу вчера 2 презентация состоялась. Да, то есть наконец-то выходит на широкую публику. Все-таки мы не говорим, то есть у нас не было вот этого там большого празднования, хотя действительно прорыв. Да. Давайте вот сейчас, что могло привлечь европейского читателя, да? Давайте послушаем Юрковича. Сейчас я даже представлю, как правильно его зовут. Филипп Юркович, руководитель серии в парижском издательстве. Предлагаю послушать интервью, мы записали его заранее. Почему? В выборе литературы читатель зачастую ориентируется на свои стереотипы о той или иной среде, регионе, культуре и так далее. Соответственно, на его стереотипы ориентируется и издатель в выборе авторов или книг. В случае с татарской литературой таких стереотипов и представлений еще не сформировано, что является, с одной стороны, и неким затруднением, и, с другой стороны, и ресурсом, поскольку позволяет на данный момент татарскому читателю, писателю оставаться самим собой и внести свою лепту, свой вклад в складывание образа Татарстана и татарской культуры. При этом важно избежать фольклоризации, которая, несомненно, направит татарскую литературу в какие-то жесткие рамки и поставит барьеры перед другими жанрами литературы, например, городским романом, повестью и так далее. То есть
какая-то фольклоризация, она, несомненно, является, с одной стороны, она служит опознаванием литературы, ее узнаваемости служит, но при этом и ее сильно ограничивает. Поэтому было бы целесообразно совместить продвижение татарской литературы с разноплановой и многовекторной, если так выразиться, продвижением культуры Татарстана, татарской культуры, которая бы, опять-таки, не сводилась к каким-то фольклорным составляющим. Но для продвижения литературы, которая относится к так называемым редким языкам, то есть которые на данный момент мало представлены в литературной сфере Франции, в данном случае, необходимо завоевать интерес узкой аудитории, которая зачастую является и послами литературы. Это, в первую очередь, переводчики, это, которые в случае редких языков, они являются зачастую профессорами университетов, в первую очередь. Зачастую они тоже работают директорами серий в издательствах. И издательства, которые специализируются на импортной и на иностранной литературе. Соответственно, именно с этой публикой нужно устанавливать связь, то есть необходим университетский обмен, установление связи между интеллектуальными кругами, и это позволит заниматься долгосрочным продвижением литературы. Заинтересован человек, в общем-то... Очень здравая мысль, на самом деле. Вот важно то, что он сказал, не замыкаться в фольклористике. Да, потом, вот о чем мы и говорим, чтобы не вообще стать. интеллектуализм понятие пришло в том числе из Франции, и там про интеллектуалов, а интеллектуал — это литератор. И вы помните, что Ленин в анкете написал, кем работает литератор. Имелось в виду человек, который работает со сферой мысли. Так вот, там про интеллектуалов говорят признанный герцог Франции. У нас они тоже такими должны стать, то есть выйти из гетто писателей, вот, людей в потрепанном пиджачке и так далее, и стать вот, людьми, которые действительно нас вытянут из сувенирности, из фольклористики на те высоты, на которых сейчас покоится, например, французская литература или французская культура. Вот когда французская культура мы говорим, мы же не вспоминаем, что они там чак-чак делают или еще что-то такое. Нет. Мы сразу вспоминаем Сирано де Бальзарака, ну или Лягушкина, да, или Дюма, или там Эйфелеву башню. У нас сразу образ мощный. А татары что? Какой образ? Каляпуш, танцы, шманцы и так далее. Вот от этого надо уходить, и я здесь с ним абсолютно согласен. Так, вот Согласен? литература как раз и должна быть современной. То есть долгие годы у нас образцом считалась литература деревенская. Вот это как раз такой консерватизм, стремление показать, что выход в город – это трагедия. То есть вот современная литература, на мой взгляд, конечно, должна выходить от этого, но при этом не терять корней своих, своего мировидения, мироощущения, но она не должна замыкаться вот в этой самой деревенской жизни или трагедии перехода из деревенской в индустриальную эпоху, в индустриальную культуру. В общем, нужно расширять горизонты как самим литераторам, так и в целом нации. Я хотел согласиться насчет интернета и экспансии в интернет. Но здесь нужно подходить очень фундаментально, в том смысле, что не делать больше видео для Ютуба или для ВКонтакте, потому что Ютуб — это американская платформа, ВКонтакте — это российская платформа. Нужно создавать свои ВКонтакте, свои Ютубы. Нужно развивать больше peer-to-peer, то есть без больших серверов, просто человек с человеком общается в виде чата. Это могут быть и татары во всем мире, то есть внутренние продукты, это может быть татарская криптовалюта и так далее. Сам интернет это просто алгоритм, это протокол. Он сейчас развивается в основном оптоволоконной связью, но Илон Маск делает спутники для интернета, и также интернет можно делать через радиочастоты. То есть на проблему интернета нужно смотреть очень широко, а не просто сделаем-ка больше видео для Ютуба, потому что Ютуб скажет: сделаем меньше ссылок на татарское видео, и татарское видео не будет появляться у человека в рекомендациях. Сказал татарстанский Илон Маск, как называют Надира Багавею. Ильяс, вот согласны, во-первых, с Юрковичем? Так, с Юрковичем я согласен, но я хотел возразить, Искандера была, прозвучала мысль гораздо раньше о том, что вот в регионах, вдалеке от Татарстана, не может рождаться современная наука, культура и так далее. Я с этим не соглашусь, потому что вот в последние годы мы очень часто видим примеры, даже не в последние годы, это уже развилось, наверное, в 70-х. Например, есть прекрасный
прекрасный пример творчества финских татар, которые заложили основу вообще татарской рок-музыки, на которой выросли современные звезды альтернативной сцены. Они еще в 70-х годах выпускали пластинки с такой музыкой, которая в ТССР никому даже не снилась. То есть здесь есть определенные факторы ускоренного развития в некоторых регионах, где есть все-таки почва для создания высокотехнологичных современных продуктов. Вот сейчас можно привести в пример, допустим, Силиконовую долину, или, если вдруг туда попадут татары и вот примерно вот так. Есть и будут. Да. Или, были. например, совсем недавний пример. В прошлом году увидел свет календарь, созданный сообществом немецких татарок. Европейских татарок, можно сказать, потому что они объединились, консолидировались из разных стран. Они выпустили календарь с современными образами современных татарок, с костюмами, с фотосессией, со ссылками на современную музыку и рассказами от первого лица о том, как чувствуют себя современные татарки в Европе. И то есть это был абсолютно уникальный культурный продукт, который, может быть, в последующем даже пригодится в изучении менталитета современных татар по всему миру. Я еще хочу сказать насчет Франции. Сейчас идеальное время экспансии во Францию, потому что, скажем так, Британия, Америка и Австралия их бросили. Теперь Франция не знает, куда податься, то ли податься к Китаю, то ли к России. И татары должны экспансироваться и с помощью чак-чака, и с помощью музыки. Но у нас есть больше, чем чак-чак, у нас есть больше, чем музыка, у нас есть гораздо больше крутых прорывных проектов, о которых мы мало знаем, но еще об этом поговорим. Сейчас мы прерываемся на новости Татарстана, потом снова вернемся в студию и продолжим, будет интересно. Добрый вечер. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня мы вместе с экспертами ищем точку опоры в вопросе «Татары. Как не стать сувенирным народом?». Дискуссия была достаточно интересна в первой части программы. Сейчас мы ее продолжаем. И я хочу еще раз более подробно представить Надира Багавеева. Космический инженер, основатель и главный конструктор частной ракетостроительной компании США «Багавеев Корпорейшн». Сейчас живет, продвигает свои проекты в Татарстане. Печать двигателей на 3D-принтере, стеклянные дома для космоса, термоядерная электростанция, вездеходы. В общем, это лишь малая часть проектов нашего Илона Маска, как называют Надира Багавеева. Вот сейчас так интересно, да, от сувенирной нации к какому-то, на мой взгляд, фантастическому будущему. Да. Сейчас, как часто вообще вам задают вопрос, Надира, кто вы по национальности, и как вы часто слово «я татарин» продвигает вас в космической инженерии? Вот вы сказали татарский Илон Маск. Я думаю, Илон Маск — это южноафриканский Надир Багавеев. Я думаю, что... Илон Маск, привет, да? Здесь, я думаю, все знают, что я татарин, я этого не стесняюсь, я этим горжусь. Это дает дополнительный язык мышления. У нас совершенно собственный культурный код, допустим, кочевнический культурный код совершенно отличается от тех, кто, скажем так, родился в горах или в лесу, как нация, как народ. Если какая-нибудь берберская нация будет на Марсе, она будет лучше всего управлять караванами, которые будут ездить между татарской базой и российской базой и американской базой. Я думаю, просто нужно привлечь больше экспериментальности в татарскую культуру. Мы всегда были очень консервативной нацией. Это способ уберечься, скажем так. Но сейчас пришло время, то есть... Как я сказал, центры цивилизации перестали быть там, где они есть. И это означает, что они вполне могут быть в Казани. Я в это верю, и поэтому я здесь. Я думаю, можно вести науку, инженерию на татарском языке. И вообще татары — это цивилизация, не просто народ и не просто республика, а цивилизация. Что из космических идей, извините, потом я дам вам слово, что из космических идей для сохранения татарской идентичности, чтобы не стать сувенирным народом, может предложить конструктор? Первым делом даже не космическое, а вот термоядерный реактор, основанный на прямолинейном ускорителе.
отличается от того, что сейчас строится во Франции и в Америке. Там используют советскую идею токамака, в Америке используют лазеры, а здесь ты ускоряешь топливо до скоростей примерно 1-2% от скорости света, ударяешь, и это превращается в термоядерную реакцию. Ой, простите, мало что понимаю. Что, Да, я понимаю. что в этом татарского... От этого загорается. Так, Я есть надеюсь, вопрос? что будет. Это эксперимент. И это вот одна из тех проблем, что мы привыкли взять китайский завод и построить здесь новый пластмассовый завод. Нам нужно перестать строить китайские пластмассовые заводы, нам нужно экспериментировать с новым оптическими компьютерами. Хочу поддержать Надира. Вот как раз не хватает таких людей, которые бы прорывали пелену, вот как сказано, консерватизма, да? Он предлагает что-то, мы сразу ему кучу в ответ. Да что ты, да вот здесь... А загорится ли лампочка, да, и так да, далее, не и так получится, далее. и так далее. Так все началось. И над Илоном Маском смеялись. Совсем недавно и Рогозин над ним посмеивался, да? А ведь на самом деле все начинается с сумасшедшей идеи. И это нормально на самом деле. Если мы хотим действительно прыгнуть на батуте, как сказал Рогозин, то нам нужно действительно преодолеть ряд препятствий. Прежде всего, нам нужно действительно вот сейчас мир переходит в 6-й технологический уклад, но Соединенные Штаты в него хорошо вписываются, а остальной мир не может. Вот действительно может нам приложить все силы для того, чтобы в эту вещь вписаться. Но здесь мы говорим о технологических вещах, а есть ведь культурно-гуманитарные, которые хотя и коррелируют где-то, но все-таки живут отдельной своей жизнью в каком-то своем мире. И в этом смысле мы не можем игнорировать и эти законы, вот то, что говорил Ильяс. Есть же действительно уникальные вот, идеи, уникальные проекты финских татар. Я их хорошо знаю, действительно. Тогда и сейчас это кажется. И вот когда мы 15 лет, если не больше, да, Ильяс, начинали идею альтернативной татарской музыки, я лично услышал столько в свой адрес оскорблений, что я предатель, что я там, я уж не говорю про Ильяса, сколько он наслушался, о том, что мы ломаем татарскую культуру, да мы там предатели, тогда хаянат челяр и так далее. А сейчас это норма. То есть обязательно должны быть люди... понадобилось 15 лет. Да, а сейчас нету такого времени. Сейчас мы настолько ускоряемся, время-то спрессовывается, да, событийный ряд очень плотный, поэтому ни 15 лет, ни даже 10 у нас не будет. В этом смысле президент правильно сказал. Если мы будем вот так каждую идею прорабатывать, прожевывать, да, как корова, тогда мы, конечно, сувенирным народом станем. Но если мы будем двигаться и идти по-мужски, так сказать, как кочевники шли, невзирая на трудности, да, для кочевников же преград нет, горизонт только преград, тогда мы можем достичь большего. Ну вот Надиром мы можем, как герои нашего времени, как почему нет? Человек приехал с насиженного места, да? Там татарскости в термоядерной станции там нет никакой, да? Так, ну, все, что я понимаю. Статья на татарском, и это означает, что первое мышление будет на татарском. Все захотят посмотреть, где оригинальная мысль, они не будут читать, ну, конечно, будут читать перевод, если не понимают, но они захотят читать в оригинале, как люди хотят читать там Карла Маркса в оригинале. Но что касается конкретных шагов, конструкторское бюро, мое, Боговеево, я хочу создать клуб, где можно учить и школьников, и студентов на татарском, как мыслить, как Кремниевой долины. То есть не только в научной такой жесткой среде, но и а давайте попробуем то, попробуем это. И, если возможно, даже создать какие-то государственные организации вроде Таткосмос и... Таткосмос. Хотя сейчас это звучит очень амбициозно. Ну, как говорит... Таткосмос-фест. Но это можно начать как научный центр, в котором исследуется, допустим, для космонавтики важна биология, компьютеры, ракетная техника. Язык обучения татарский. Да. Это может быть сейчас клубы, это можно назвать сумасшедшей идеей? Должен быть... Если честно, ну, некоторое время назад, понимаете, английский ведь, например, вот Францию мы тут задевали, пинали. Ведь элита Англии до 19 века говорила на французском языке. Да кто бы мог подумать, что английский станет языком международного общения некоторое время. Ну, тогда, да. Все просто плевались, потому что нынешний английский — это язык гопоты тогдашнего. Но сейчас он стал. Почему бы и нам не сделать такой прорыв? Всякая заявка на великое начинается с сумасшествия. Я повторю это еще раз. То есть Таткосмос мы можем, в общем-то, увидеть. Да, Таткульфест мы увидели. Вот как раз... Космос — это тоже латынь, надо по-татарски назвать. Да.
Космос — это греческое, на самом деле, Да, красота. да, греческий, да. Жихан? Да. Звездолет будет Йылдызат, звездный конь. Это я придумал. Так, все мы уже тут название придумываем, зрители, да, если вы не понимаете, что здесь происходит в этой студии. Еще один универсальный язык. Вот сейчас мы от языка международного общения к универсальному языку. В единое российское, европейское, мировое пространство — это музыка. Действительно, Таткульфест, как мы говорим, вот уже почти 15 лет понадобилось. Ну, может быть, меньше, но понадобилось, чтобы пройти этот свой путь, долгий и упорный. Вот как сейчас этот проект продвигает новую татарскую культуру, и как вы, приходится ли сейчас рушить те самые национальные стереотипы, чтобы действительно уйти от той сувенирности, не суверенности на данный момент? Я вот хочу вернуться к понятию вот консервативности, откуда появляется консервативность. Это просто попытка защититься от экспансии внешнего мира и остаться самим собой самым простым способом. Да. Но у этого способа есть как бы свои минусы. Есть более сложный путь. Быть открытым ко всему внешнему, ну, быть открытым к внешнему миру, но оставаться самим собой. Но для этого нужно иметь свою фундаментальную базу. То есть, как мы уже сегодня говорили, это наука, литература, высокие технологии, то есть быть самодостаточным, и тогда ты можешь оставаться открытым миру и оставаться самим собой. Вот мы на примере Таткульфеста стараемся показать, что мы, допустим, в музыке можем оставаться самим собой, приглашая таких вот уже известных людей, как Зуля Камалова, как ансамбль Башкарма, как Энвер Исмайлов. Сейчас уже наши казанские группы играют, в этом году играли с именитыми российскими музыкантами. Они приехали сюда, в Казань, играть их музыку. Допустим, такие люди, как Сергей Летов, который начинал с Курехиным, или там, известный джазовый музыкант Сергей Клевенский. Они играли вместе с казанскими группами, и группы не потеряли от этого свою как бы самобытность, не потеряли язык, свой колорит, а просто усиливались за счет статуса, за счет того, что они открыты к новым экспериментам. Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Поскорей к столу давай и тарелки наполняй. В находке карбонат свинины 1 килограмм 289 рублей. Консервы мясо индейки ГОСТ 69 рублей. Срок акции по 26 сентября 2021 года. Подробности у продавцов. Очень важно заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких. Мы должны научиться жить без страха. Я вакцинировался, а вы? Пожарные извещатели крепятся с помощью саморезов, не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Эффект максимальный. Сбавь скорость. Тебя дождутся. Песню свою поет ручей, вторит ему и шум ветвей. Пусть же звучит родной язык, счастьем окрасив каждый миг. В краю родном, в краю родном. Разиль Валеев.
продолжаем обсуждать тему татары, как не стать сувенирным народом. Вот еще одна сфера, о которой мы сегодня не говорили, но которая очень максимально быстро продвигает республику, продвигает идентичность, татарскую идентичность. Это спорт. Болельщики, на самом деле, из разных стран знают команды Рубин, Акбарс, КамАЗ-Мастер, Уникс, Зенит, Казань. Но, в общем-то, я хочу сегодня предоставить слово и послушать тренера футбольной команды «Рубин» Леонида Слуцкого, который, наверное, один из тех тренеров, кто так максимально эффективно и постоянно продвигает все эти национальные мотивы. Давайте сначала клип послушаем, а потом его интервью, которое мы сделали в записи. Кварат, Хелесов, Мурат Бакаев, Костюков, Медведев, Леон Мусаев, Хакшабанович, Деспот, Сильвия Бегич, Филипп Уремович и Дарка Евтич. Оля Бельгорт, Мицуки, Сайта, Зотов, Шатов, Карл, Старфельд, Дюпин, Зуев, Игнатьев Иван, Самошников, Макаров, Инбом Хван. 8765. Рубин, Казань, супер кайф. 4, 3, 2, 1. Яратам, Татарстан. 1, 2, 3, 4. Rubin Supergut. Diş, Ate, Jide, Siges. Рахим и Тегес. Ну, круто, да? Я не знаю, мне всегда в кайф. Это потрясающе. А сейчас у команды «Рубин» значит, в разгаре сезон. Леонид Викторович записал для нас небольшое интервью. Почему он это делает? Я предлагаю его послушать. Во-первых, я считаю, что любой человек, работающий, ну, например, в республике, обязан не только профессионально выполнять свои непосредственные обязанности, но и постигать культуру, понимать быт, лучше знать людей, для которых, собственно говоря, мы и работаем. Поэтому весь вот этот мой движ, связанный с погружением в татарскую культуру, он связан именно с этим, потому что мне хочется, чтобы наша работа была более эффективной, и, может быть, за счет вот этого такого, скажем так, более глубокого проникновения в эти вещи лучше удастся понять менталитет и какие-то национальные особенности. Есть очень большой национальный колорит, потому что я даже никогда не слышал, приезжая сюда раньше, даже татарского языка. А сейчас я его везде слышу, на улицах, в магазинах, не знаю, там, в театре, где угодно, потому что есть огромное количество даже театральных постановок на татарском языке. Понятно, что я ничего в этом не пойму, но тем не менее, когда ты каждый день на улице все это слышишь, ты видишь, и ты понимаешь, насколько для людей важна национальная идентичность, ты не можешь это не учитывать в своей работе. Действительно пытаемся очень много делать, и сейчас, наверное, в медиапространстве «Рубин» одна из ведущих российских команд, это точно. И учитывая то, что мы многие вещи делаем крайне креативно и неординарно, понятно, что это вызывает интерес не только национальных средств массовой информации, не только людей, жителей Татарстана, но и всей России, и даже там были отклики европейские и мировые. Поэтому, учитывая качество работы нашего медиадепартамента и вовлеченность в эти процессы, соответственно, всех вещей, связанных с национальным колоритом, это параллельно очень сильно способствует и, мне кажется, такой узнаваемости республики не только внутри страны, но и в мировом плане. Как тренер футбольного клуба «Рубин», насколько он обеспокоен и продвижением в республике. Так мне, что еще очень понравилось, что он сам пытается погрузиться, да, он сам пытается понять, сам пытается изучить, да, Надир? Этот пример мне напомнил один пример из Второй мировой войны в Америке. Для общения друг с другом корабли использовали индейцев, которые разговаривали на диалекте, который не знал никто другой. И когда русские начинают понимать, что у них на самом деле есть огромное богатство в виде народов, у которых совершенно другой, скажем так, история развития. Может быть, татарские спортсмены более выносливые. Там кенийские спортсмены бегают быстрее всего, а С татарскими это сложно, по-моему, спортсменами, но в целом, да. Суть в том, что он понимает, что есть огромная сила внутри России, и вместо того, чтобы ассимилировать, пытаться татар, нужно, наоборот, вытаскивать наиболее сильные черты нашего народа.
Но круто, что он сейчас играет роль не только в футболе, да, и не только в команде, он сейчас играет роль... Да, роль амбассадора Конечно, культурного. вот о чем. И, конечно, большое уважение. Я просто Слуцкого и до этого знал, еще по работе в ЦСКА. Это, человек, это действительно высокий профессионал. А более того, он прекрасно понимает, что завоевать любовь публики, да, можно не только спортивными победами, но и вот таким вот, ну, скажем, незамысловатым образом, на самом деле, да. Но это очень серьезно двигает, потому что он правильно сказал, что в медиа-среде Рубин очень, ну, как бы котируется высоко. Вот я смотрю там, например, социальные сети, вот после игры Рубина, обсуждают игры, например. Ну, даже отклеивающиеся да, цифры, ну вот номера, это, или и там фамилии. каляпуши татарские обсуждают. То есть это тоже является частью вовлеченности в дискуссию. А это очень важно, когда ты задаешь тон дискуссии. Не ты как бы присоединяешься, а ты задаешь тон. Это очень важно. И Слуцкий, конечно, как человек, который работал в Европе тоже не один год, он понимает, что такое маркетинг. Очень хорошо понимает, что ведь Рубин это же не просто спортивный клуб, это еще и бизнес-проект. И если он повысит его капитализацию финансовую, да, ему благодарны будут в том числе его работодатели. Он тоже это хорошо Посмотрите, как капитализация, за счет чего? Да. За счет того, что мы никак сами не можем условно принять в республике. И о чем мы разговариваем бесконечно. Да, не, ну спорт же это то же самое шоу, поэтому здесь все работники ну, спортивный менеджмент прежде всего играет по правилам шоу. И в этой области ну, все средства хороши. Надо написать современный гимн Рубина. На татарском? Да. Ее мне надо, кажется, как у Ливерпуля, как у Ливерпуля гимн. Да. Ты не останешься один, да? Ее надо лом. Здесь тоже что-то такое нужно. Ну, что удивительно, получается, я не знаю, Надир Баговеев татарин, амбассадор в сфере высокой космической сфере, да? Леонид Слуцкого мы можем назвать амбассадором тоже? Все согласны с этим? Да. Я думаю, да. Я думаю, но не он один, а, скорее всего, его команда. Он говорит, что... Хорошо, давайте, кого еще сегодня назовем, если вот мы говорим, что там про трех Я думаю, здесь правильнее бы сказать миссионер, может быть. То есть это общение народа с народом. Когда русские хотят понять татар, когда татары хотят понять русских, это очень здорово. И я заметил, что на космических снимках наибольше всего светятся регионы, где два народа общаются друг с другом. Допустим, где Австрия и Италия общаются друг с другом, наиболее светлые участки происходят там. То же самое происходит на севере Индии и так далее. Я не знаю, правильно ли это связь или нет. Правильно вы трактуете какие-то связи, но вообще интересно посмотреть. Про амбассадора вы спрашивали, ну, я бы назвал критикуемую мною Гузель Яхину. Конечно, так, прозвучало. Вот сейчас, давайте сейчас назовем амбассадоров, которые фактически сегодня продвигают Татарстан на мировом пространстве. Так, Яхина. Сладковский, антология татарских композиторов. Кого еще мы назовем? Айгел, проект Айгел, например. Айгель, да. Ленар. Кто? Кого вы бы... Наши... Шамиль Идиатуллин тот же, да, если из сферы тоже литературы брать. Чулпан Хаматова, да, тоже критикуемая. Альбина Шахимуратова. Альбина Шагимуратова. Альбина, потом Марат Башаров. Или Баширов. Их двое. По-моему, Башаров. И Баширов. Ну, сейчас уже там успокоилась ситуация, можно, да? Алина Загитова. Да, Загитова. Алина Загитова. Спортсменки, да. То есть здесь еще очень важно, что... Марта Мартьянова может быть амбассадором сейчас, олимпийская чемпионка по фехтованию, да, которая вот сейчас там... Несомненно, потому что у нас школа фехтования в Казани очень хорошая, да? У нас хорошая школа с большими традициями. Школа раперистов у нас очень мощная. Там 76-го года, да, там школа фехтования. Неля Гелязова, ее и тренер сейчас. Да. То есть у нас Марта Мартьянова тоже амбассадор, да? То есть вот разные сферы мы называем. В спорте, то есть и более всего. В спорте, наверное, легче всего, да? Ну, я думаю, что некоторое время назад мы же называли себя спортивной столицей. В этом смысле мы, конечно, пошли вот этим путем. И я думаю, что здесь у нас все там Аллах Ашкер, что называется. Но дальше нужно нам вот... То, что представляет Ленар Шаик, да, по литературной линии двигаться, ну, то, что
например, Гузель Яхина, негативно или позитивно, но все равно это был шум какой-то. Это был взрыв атомной очень бомбы. важный был, очень важный момент для самосознания татар, своего места и в истории, и в мире, и того, на краю какой пропасти мы оказались. Она открыла нам глаза. Я так предполагаю, столько комментариев негативных в ваш адрес, потому что мало кто это увидел. Я как раз считаю, что она сделала очень великое дело. Я не скажу, что я ее поклонник. Я думаю, что ее талант выше, чем само литературное произведение, но само литературное произведение, оно оказалось талантливым, своевременным и очень важным. Но она просто к месту, это в этом смысле, а если опять мы... Если бы она это сделала 10 лет назад... Да, если мы дернем опять наших любимых французов, которые хотят тут... Есть был такой прекрасный писатель, один из моих любимых, Луи Фердинанд Селин, который написал известное произведение «На краю ночи». Ну, тогда это был скандал. Уровень откровения, который он там излил, ну, это просто было невозможно. И тогда все его тоже проклинали, но, по сути говоря, он дал сильный импульс французской мировой литературе. После него там и Керуак, и остальные битники, так сказать, процвели, да? То есть обязательно нужен тот, кто как бы укажет тебе на то, что у тебя там пузо большое, там рот кривой и так далее. И тебе это не нравится, но этот диагноз необходим. Я тут хочу сказать насчет Гузель Яхиной и Зулейха «Открывает глаза». Хотя я уважаю это произведение, но есть большая опасность у татар восхвалять жертвы, жертвенность и так далее. У нас стоит Муса Джалиль в концлагерной, как это называется, проволоке у Кремля. У нас есть Гузель Яхина. Мы можем рассказать о том, как нас завоевывали Чингисхан, Россия, да что угодно. Было много проблем. В России было много проблем. У женщин так вообще. Не, ну жертвенность нам нельзя возводить это в культ. Нет, мы возводим в культ не жертвенность, а катарсис, который возникает от вот этого ощущения того, что все очень плохо. Без понимания того, что все плохо, мы не двинемся дальше. Почему женщины любят вот этот роман? Потому что действительно, вот как это есть избитая фраза, в капле отражается, да, судьба всего. Здесь тоже в ее как бы образе очень много как бы линий сошлись. Это и мать-одиночка, естественно, это и то, что она на своих плечах вынесла, и то, что несправедливая система, и брак. То есть это вот все в кучу вошло, в клубок. Понятно, что это сотканный образ. И получился тот самый прорыв в конечном итоге, да. как бы мы ни говорили. О женщинах, она писала про нацию. Вот в Зулейхе сложилось много, но не женская судьба. А это нация. Народа. Она показала судьбу нацию. Тот катарсис у нас возникает, потому что мы понимаем, что так жить нельзя. Что все, что сделано, все неправильно. И что не хватает мужского начала. Так, у татар. Так, вот все, Руслан, хватит опять свою любимую тему. Да. Смотрите, сейчас мы должны подытожить. Меня что удивляет, да, из всей программы, в конечном итоге на Зулейхе так окончательно, на Яхиной остановились. Все-таки, как бы то ни был амбассадор, как бы то ни был тот, кто продвигает. Сейчас коротко, 2 минуты до конца, буквально, с кем. То есть мы поняли, с кем нам идти вперед, что у нас есть амбассадоры, что у нас есть лидеры. Что нужно сделать для того, чтобы продвигаться дальше? Есть Ленар Шаев, все есть, что нужно делать? Нужна смелость и нужно переходить некие грани, которые кажутся сейчас красными линиями. Их нужно иметь смелость их переступить. И сумасшедшие идеи принимать и идти. Ильяс. Нужно научиться направлять вот энергию профессионалов в то русло, в русло созидания и продвижения своего собственного народа. Ленар. Я думаю, что нельзя останавливаться, нужно выйти, как сказать, в мир. Быть открытыми, да? И показать свою литературу, культуру. Уникальность и самобытность, да? Науку. Хорошо. Искандер Леонович. Я думаю, что нужно не просто двигаться вперед, нужно создавать
школы профессионалов, нужно развивать науку, потому что нигде, я остаюсь при своем мнении, нигде, кроме Татарстана, мы татарскую науку, профессиональную науку, мы и культуру, нигде больше развивать не можем. И вот должны быть направлены, чтобы стать современной нацией, мы должны создать вот этот фундамент. Для этого это была программа «Ток-шоу. Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Благодарю всех экспертов, было интересно. Всего доброго, до свидания.